преддверии Дня Победы Почта России становится связующей нитью между поколениями. В рамках акции «Благодарность земляков тепло ладоней» школьники и студенты смогут выразить свое признание ветеранам, тем, кто доблестно защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Молодежь также сможет больше узнать о работе военно-полевой почты и подвиге фронтовых почтальонов, которые, рискуя своими жизнями, доставляли письма-треугольники, соединяя фронт и тыл, объединяя семьи, разлученные войной, отметила начальник 9-го отделения Сибайского почтамта Надежда Гаврилова. Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» проводит акцию памяти, посвященную Дню Победы. Во время этой акции мы собираем открытки, денежные пожертвования, и которые передаем ветеранам войны, труженикам тыла, которые остро нуждаются. И сейчас каждый житель нашего города может принять участие в этой акции. Для этого нужно просто купить открытку и подписать ее. Написать слова благодарности участникам войны, труженикам тыла. Подписать можно просто имя свое написать, можно написать фамилию своей семьи, адрес школы, номер класса. Эта безадресная открытка будет доставлена вместе с поздравительным письмом, присланным в адрес наших участников войны от президента России. Особая форма конвертов была выбрана Почтой России и издательским центром «Марка» для того, чтобы ветераны, взяв в руки письма, вспомнили свою молодость, боевых товарищей и те волнующие чувства, которые дарила людям в суровые годы фронтовая почта. В СССР пересылка письменной корреспонденции с фронта производилась бесплатно. Письма складывались треугольниками, благодаря чему для их отправки не требовалось конвертов, которые на фронте всегда были в дефиците. Конверт треугольника – это был обычный тетрадный лист бумаги, сначала загнутый справа налево, потом слева направо. Оставшаяся полоса бумаги вставлялась как клапан внутрь треугольника. Готовое к отправке письмо не заклеивалось, его все равно должна была прочитать цензура. Почтовая марка была не нужна, адрес писался на наружной стороне листа. По всей России будет проведено более 100 открытых уроков в школах, средних специальных учебных заведениях и вузах, на которых учащимся расскажут о роли почты во время войны, о подвигах военных почтальонов. Школьники и студенты смогут сложить письма-треугольники, которые в дальнейшем Почта России вместе с персональными поздравлениями от президента нашей страны передаст ветеранам и труженикам тыла накануне Дня Победы. Полученные письма-треугольники они в любой период времени смогут бесплатно отправить по всей территории страны родным и знакомым. Всего ветераны и труженики тыла получат 3 миллиона праздничных конвертов. К сожалению, их становится с каждым днем все меньше и меньше. И память о них, память о их делах должна жить в наших сердцах и передаваться от отца к сыну, от сына к внуку. И эта память должна жить вечной, пока мы живы, пока жива наша память, будет мир на нашей земле, будет счастье. Артур Умидбаев, Айгуль Хамитова, Дамир Хайбулин, телекомпания СТВ.